В последние годы продукты с химической добавкой или специальными инъекционными препаратами вошли в повседневную жизнь. Конечно же, есть огромное негативное влияние на здоровье человека. В связи с этим при Министерстве сельского хозяйства был создан Департамент органических продуктов, который взял на себя инициативу по выпуску экологически чистых продуктов и превращению их в мировые бренды в зависимости от климата каждой области. У нас есть огромные возможности выйти на мировой рынок как производители экологически чистых продуктов. Для этого мы создали департамент, где будем заниматься только разработками таких проектов. Поэтому, если идеи у местных фермеров, то они могут обращаться в наше учреждение. Сонангуль Джилтырова уже несколько лет занимается изготовлением лекарственных средств из различных трав и экспортирует их в другие страны. Кроме того, она сушит чернослив и производит органически чистый сухофрукт. Также делает полезные натуральные продукты, такие как варенье из фруктов, которые очень полезны для здоровья. Я заключила контракт с Европой. Сейчас уже должна отправить им продукцию от 20 до 500 тонн. Также мы выращиваем валериану, которая есть в составе 130 лекарственных препаратов. Но в органическом виде она более качественнее и безвредная. Чтобы мясо, яйца и молочные продукты считались органическими, животные, получающие пищу, должны пастись на пастбище и питаться органическими кормами. Для этого Нарынская область полностью проводит работы по вырабатыванию биоорганических веществ. Нарынская область сама по себе экологический регион, поэтому для нас есть все удобства для разведения скота, в дальнейшем производства качественного мяса. Сегодня Департамент органических продуктов при Минсельхозе провел тренинг для представителей каждой области, а также предпринимателей, производящих продукцию, богатую органическими продуктами. Кроме этого, успешные предприниматели поделились своим опытом. Рахат Батырбекова, Самат Асамбайулу, СТВ.